Здравствуйте, дорогие ребята! С вами я, учительница русского языка и литературы Кабаева Туктогуль Туктасуновна. Долгожданный дан звонок, начинается урок. Будем мы читать, писать и друг другу помогать. Ребята, давайте создадим хорошее настроение. Я дарю вам улыбку, а вы улыбнитесь родным и родителям. Тема сегодняшнего нашего урока – откуда и куда. Сегодня на уроке вы научитесь правильно отвечать на вопросы «куда» и «откуда». Пополните словарный запас новыми словами и выражениями и воспитайте в себе сострадательное отношение к животным. Куда? По-кыргызски это будет каяка, кайсы жакты көздөй. Откуда? Кайдан, кайсыл жактан. Посмотрите, ребята, куда идут ребята? Ребята идут куда? В школу. А куда идет девочка? Девочка идет в дом. Куда идут брат с сестрой? Брат с сестрой идут на прогулку. Куда падает молния? Молния падает на дерево. Обратите внимание, ребята, какие предлоги мы используем, когда задаем вопрос «куда?». А куда идет мальчик? Мальчик идет в лес. Посмотрите, спускается откуда? Откуда спускается? На лыжах с горы. Бежит куда? К мосту. Пишет куда? В тетрадь. Посмотрите, какие предлоги мы использовали: с, к и в. А теперь откуда? Откуда мальчик достает варенье? Он ест варенье из банки. Но он не дает своей сестре. Посмотрите, ребята. Значит, какой он, ребята? Жадный. Но нельзя быть таким жадным, надо делиться. Куда идет мальчик? Он идет домой, но он не хочет идти. Видите? Ему хочется еще поиграть. А теперь предлоги, которые нужно использовать, когда задаем вопрос «куда?». Предлог «в» – в магазин, в школу. Предлог «на» – куда мы идем? На площадку, на вокзал, на Иссык-Куль. А теперь откуда? Откуда мы идем? Из магазина. Можно идти из школы или же с площадки, с вокзала или с Иссык-Куля. Но здесь, ребята, иногда мы можем использовать предлог «к». Например, идти куда? Идти к мосту. Откуда спускается девочка? Девочка спускается с лестницы. Откуда смотрит Жанна? Жанна смотрит из окна. А откуда пьет кошка? Кошка пьет из тарелки.
Если вы поняли, ребята, тогда выберите один из этих кружочков. Если вы все поняли, ребята, выберите зеленый и отправьте мне. А если же красный, если вы ничего не поняли, тогда выберите красный и тоже мне отправляйте. А если вам понятно, но где-то еще остались вопросы, непонятные места, то выберите желтый кружок и тоже отправьте мне. А домашнее задание, ребята, придумайте 3 предложения со словами на вопросы «куда» и «откуда». До свидания, ребята! Я желаю вам отличного настроения и до следующего урока. Пока-пока!